Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Правительство Республики Таджикистан принимает все необходимые меры для предотвращения инфекционного заболевания COVID-19 и защиты здоровья своих граждан. Сегодня утром, 26 июля, в рамках программы ВОЗ «Ковакс» в Республику Таджикистан были доставлены 1,5 миллиона доз вакцины Модерна против COVID-19. Данная американская вакцина была доставлена в Республику Таджикистан специальным чартерным рейсом для иммунизации 750 тысяч человек в Республике Таджикистан. Для предотвращения распространения COVID-19 26 июля в Таджикистан поступило 1,5 миллиона доз вакцины Модерна производства американской компании Moderna Incorporated в качестве гуманитарной помощи в рамках деятельности механизма КОВАКС программы справедливого распределения доз вакцины против COVID-19. На церемонии приема вакцин в международном аэропорту Душанбе приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатурион, представители Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, а также представители ЮНИСЕФ и посольства США в Республике Таджикистан. Привезенные дозы вакцины представляют собой гуманитарную помощь из Соединенных Штатов Америки для народа Таджикистана. Я рад, что принимаю участие в мероприятии по передаче 1,5 миллиона доз вакцины Модерна Таджикистану. Без помощи правительства Республики Таджикистан осуществить эту инициативу было бы невозможно. Эта помощь направлена для защиты населения Таджикистана от коронавируса. Мы очень рады, что оказываем помощь от имени американского народа жителям Таджикистана. Организация Объединенных Наций выражает свою благодарность правительству Соединенных Штатов Америки за то, что оно направило помощь Таджикистану в виде вакцины Модерна. Эта вакцина предусмотрена для защиты населения Таджикистана от коронавирусной инфекции. Поступившая вакцина будет способствовать усилению кампании по иммунизации населения от COVID-19, которую проводит правительство Республики Таджикистан для предотвращения распространения коронавируса среди населения страны. С начала обретения государственной независимости Республики Таджикистан Соединенные Штаты Америки стали постоянными партнерами в различных областях. В том числе реализуются крупные экономические и социальные проекты. Современная наука подтверждает, что вакцинация может предотвратить эпидемиологический процесс. Это единственный надежный и простой способ предотвратить распространение инфекции среди населения. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан планирует вакцинировать 62,5% или 5,8 миллионов человек в возрасте старше 18 лет в стране на основе имеющихся ресурсов. Завезенная вакцина будет доставлена в города и районы страны согласно плану, после чего начнется вакцинация. Данной американской вакциной будет вакцинировано 750 тысяч граждан страны. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах. Новости. В программу Олимпийских игр в Токио вошли 33 вида спорта, 50 спортивных направлений. 11 324 спортсмена в течение 17 дней будут бороться, чтобы завоевать 339 комплектов медалей. Таджикистан в Олимпийских играх в Японии представляет 10 известных таджикских спортсменов в 4 видах спорта – бокс, дзюдо, легкая атлетика и плавание. Отметим, что другой таджикский спортсмен Акмал Муродов завтра продолжит выступление на Олимпиаде в Токио. Он выступит в весе до 81 килограмма. Его соперником в первом раунде является спортсмен из Гуама. Начало соревнования в 7 часов утра по душанбекскому времени. Затем 28 июля выступят известные таджикские борцы Комрушоу Ступирион в весе до 90 килограммов. И 31 июля Тимур Рахимов в весе свыше 100 килограммов. Таджикский боксер Сиовуш Зухуров в весе 91 килограмма выйдет на ринг 29 июля и встретится с французским спортсменом. Таджикские спортсмены Анастасия Тюрина и Олимджон Ишанов 30 июля примут участие в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. 31 июля таджикский легкоатлет Ильдар Ахмадиев поборется в беге на 100 метров среди мужчин. В
Таджикистане практически каждая семья делает заготовки на зиму, особенно в сельской местности. Многие хозяйки делают различные компоты, маринованные огурцы, помидоры, баклажаны, различные заправки, салаты, лечо, зверобой, варенье и многие другие десятками, а то и сотнями. Таджикские хозяйки увеличивают не только объемы консервированных продуктов, но и ассортиментов. Консервирование плодов имеет важное значение для обеспечения круглогодичного и повсеместного доступа к овощам и фруктам, а также для общего увеличения пищевых ресурсов страны. Летом, когда доступно много различных фруктов и овощей, очень своевременно и правильно запастись продуктами, которые будут весьма кстати в зимнее время. Сейчас как раз время, когда таджикские хозяйки занимаются консервированием различных овощей и фруктов. Сотрудники государственного учреждения «Учебный центр Чароги Хидоят» для девушек-сирот при Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан уже заготовили консервы на зиму из различной сельхозпродукции. Таджикских девушек с детства учат, что заготовка сельскохозяйственной продукции – это важная семейная традиция. И в каждой семье имеются собственные фирменные рецепты консервирования, проверенные временем, а также каждый год список рецептов пополняется. В Таджикистане так много различных вкуснейших овощей и фруктов, которые хочется сохранить на зиму. Таджикские хозяйки знают много различных рецептов приготовления консервов, но для приготовления различных соков, джемов, заправок, зверобоя в первую очередь необходимо соблюдать санитарные правила, ведь если не следовать всем правилам стерилизации продукции, содержимое банок может стать опасным для употребления. Мы учим девочек готовить в чистоте и соблюдать все правила стерилизации. Отметим, что все, кто занимается домашним консервированием, должен помнить о соблюдении необходимых правил стерилизации, которые обеспечат сохранность продуктов на долгое время без вреда для здоровья. Для производства консервов используется качественное отечественное сырье, свежие фрукты и овощи, урожаи которых в Таджикистане собирают в изобилии. Консервирование продуктов позволяет значительно сократить потери сельскохозяйственного сырья, обеспечить круглогодичное снабжение населения плодоовощной продукции в широком ассортименте, снизить затраты труда и времени на приготовление пищи в домашних условиях. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.